Здравствуйте, в эфире программа «История башкирских родов». У микрофона Максим Курников и в студии Салават Хамидуллин, руководитель автономной некоммерческой организации ЖЖРЕ. Здравствуйте. Здравствуйте. Какой род у нас сегодня? Сегодня я хотел бы поговорить о роде Юрми. Это самый-самый-самый такой западный род башкирский, который, наверное, на 99% проживает на территории Республики Татарстан. Угу. Какие районы? Сейчас я перечислю. Азнакаевский, Альметьевский, Бугульминский, Лениногорский. На территории Республики Башкортостан где-то порядка 7-8 деревень, это в Бакалинском районе. Представители этого рода проживают, род Юрми. Угу. Но этот род, что о нем можно сказать? В общем-то, ему повезло или не повезло, как это лучше выразиться, потому что не все роды, даже не, я бы сказал, не многие народы, то есть древняя их история нашла отражение в источниках средневековых, а этот род является таким, в общем-то, своего рода исключением, поскольку это название рода Юрми отразилось в источниках раннего средневековья, в так называемый именник болгарских ханов, именник, который обнаружен на территории Дунайской Болгарии, и там написано, перечисляются болгарские ханы, с каких-то сначала легендарные ханы идут, там Авитахол какой-то, там его вроде как даже с Атилой ассоциируют, поскольку к Атилле, легендарному вождю гуннов, возводили свою легендарную родословную не только болгарские ханы, но и венгерские короли Арпады. Они тоже претендовали на то, что они происходят от Атилы. Конечно, это неверно, но такая легендарная родословная есть. То есть многие... Так же, как многие тюркские народы вели к Чингисхану, да, обязательно? Да, тюркские народы обязательно в начале родословной у многих, стоял Чингисхан, и, допустим, если взять наших русских царей, Иван Грозный тоже составил себе легендарную родословную. Что в общем, это такая средневековая и позднесредневековая традиция. Что он от римского цесаря, от Августа идет род Рюриковичей, что тоже, естественно, как вы понимаете... Преувеличение, мягко говоря. Да. Это многие, на это претендовали, и тут и европейские многие монархи тоже, скажем, старались возводить себя каким-то таким известным личностям. Так вот, в этом документе... именник болгарских ханов как раз перечисляются имена болгарских ханов, и в один момент эта цепочка, она прерывается. Это как раз был период так называемой Великой Болгарии, ведь Великая Болгария – это объединение болгарских кочевников, существовало первоначально, мы знаем, на Северном Кавказе, и в VI веке они были покорены войсками тюркского каганата, они вошли в состав тюркского каганата. В это время как раз мы видим пресечение этой династии болгарских ханов. И в это время там написано, что правил некий Гостун, или Курт, не помню, из рода Юрми, так и написано. Это юрмийцы. Из этого документа мы видим, что в составе болгарской орды уже тогда, в общем-то, находились представители этого рода. Всегда ведь в истории такой, скажем, прием, перепроверка на аутентичность документа. Если есть еще в каком-то документе упоминание, такая перекрестная сверка, она помогает выяснить подлинность, вернее, достоверность этого документа. И помимо этого именника болгарских ханов, и оказалось, что еще на территории современной Болгарии, Дунайской Болгарии, там много было эпитафийных памятников. И там тоже мы видим, в нескольких эпитафиях название рода Юрми. Правда, они писали через Е, Ерми, но это, в общем-то, одно и то же. А мы можем прямо так утверждать, что этого рода, или рода, который носил такое же название? Естественно, понимаете, я же какой-то из передач говорили, что этнонимия, она имеет равный статус, претендовать на роль, скажем, источника исторического, не только, скажем, письменный и так далее, не только, сейчас и молекулярная, генетика развивается и так далее. Если мы видим это ономастическое соответствие, то есть мы можем говорить, что, поскольку я не сомневаюсь, что Юрми, Ерми и болгарский Юрми – это одно и то же, то есть какая-то преемственность есть. Мы не можем говорить, что они непосредственно генетические
между ними там вот это сохранилось. Может быть, поскольку происходили огромные процессы этнического взаимодействия с другими народами, там, возможно, уже, скажем, генетически, может быть, и разные люди. Да. Но, тем не менее, вот по этнонимии это вот, в общем-то, одно, и вот мы уже можем говорить об истории этого рода. Юрмийцы зафиксировались здесь, но их историю можно еще ранее, даже в античность она уходит. Допустим, по византийским источникам и особенно по иранским вот, фиксируется народ Ермихионы. Вот, в Средней Азии, нашествию которых подвергался Иран. Вот Ермихионы, мы видим, что в начале этого композитного названия видим этноним Ерми и Хион. Хион – это тоже, значит, хиониты, так называемые, Хиона, в Овесте они называются. То есть, это был такой композитный род. Вот. И значит, когда делали генетический анализ, в общем-то, это все подтвердилось, что юрмийцы, в общем-то, они в основном, в общем-то, генетически уходят как раз вот в Среднюю Азию. В Среднюю Азию, в стихию ираноязычных кочевников и так далее. То есть, все это нашло подтверждение в генетике. То есть, вот такой огромный род, вернее, история такая, очень длинная история этого рода, после того, как вот эта великая Болгария на Северном Кавказе, она, в общем-то, раскололась. Часть юрмийцев, как мы понимаем, ушла вместе с дунайскими болгарами на Дунай. Часть вошла уже, значит, в состав формирующегося башкирского народа. Вот такая история. Если говорить, в принципе, о других башкирских родах, это не первая программа, в которой мы ведем названия из Средней Азии, да, в результате, видимо, каких-то больших переселений народов. Те или иные названия, они сюда перекочевали, возможно, как раз совместно с теми, кто эти названия носил. Ну вот мы поговорили о первых письменных источниках. Что у нас есть уже о том времени, когда юрмийцы осознавали себя частью башкирского этноса? Ну, конечно, они себя не осознавали, потому что, в принципе, национальность и этность – это такие категории, которые появились уже там, в XIX веке, но тем не менее. Нет, я бы так категорически не говорил. Да, понятие национальность – это все да. Но, так скажем, что ли, этнические все-таки представления, они всегда существовали. Конечно. Мы же видим, вот, взять повесть временных лет, там мы рода русского, да, написано. Все, значит. То есть, люди понимали, что есть понятие рода, есть какая-то все-таки этничность, она была. Понятно, что уже... скажем, понятие, что такое национальность, и там понятие национального проекта, там есть что язык, атрибутика, и все это, конечно, это уже новое, новейшее время, это все понятно. Но юрмийцы, они все-таки, поскольку вот мы видим, что их историю уходит в раннее Средневековье и даже античность. Вот. И не случайно наш корифей этнографической науки Раиль Кумерч Гузеев, он так и писал, что юрмийцы это были вот в числе тех племен, самых, значит, ранних пластов вот этого башкирского этногенеза. Ну, мы знаем, что любой этногенез, он многослоен, и когда происходило формирование того или иного народа, там, в общем-то, разные компоненты туда входили. И вот как раз это один из ранних компонентов, настолько ранний, что вот мы даже в топониме даже нашего края отобразилось там вот очень много, мы видим топонимов, аронимов, то есть названий гор, речек, вот это, допустим, вот связывается с названием Юрми, вот опять же название там речки, например, Юрмаш, да, там или Юрматау есть, значит, хребет на Южном Урале, Юрматау, и названием Юрма, там огромное количество, даже в Челябинской области это есть. Вот и мы видим, что это было очень древнее, раз это отразилось даже в топониме. Понимаете? То есть, это очень ранний пласт. Да. Вот. Таким образом, юрмийцы – это как раз вот продукт такого древнего этногенеза. Вот если мы говорим о том, сохранили ли они свой шежерет, получилось ли у них зафиксировать, насколько там ни было далеко, свою историю? Нет, к сожалению, поскольку это самый западный род, а, как мы уже говорили, значит, шежре, как правило, сохраняется у племен, у родов, которые до последнего времени сохраняли вот всаднический образ жизни, то есть военный образ жизни и так далее. Но с юрмийцами совсем не так это было. Из-за того, что вот они находились на самой западной окраине исторической Башкирии, а там вот как раз на их землях уже в 17 веке стала строиться Закамская, значит, засечная линия. Это, значит, она шла от Мензелинска, вот этот самый
северо-восточный вот этот пункт, и он тянулся Заинск, Шишминск, и Теинск, и так далее, Ярыклинск, и вот уходил он к Самаре. Вот эта Закамская засечная линия в 17 веке начала строиться как раз вот для защиты Казанского уезда от набегов башкир, казахов, которые нередко нападали, калмыков особенно, которые джунгарами каракалпаков, да, вот. И для защиты от них вот была построена вот эта Закамская засечная линия. Она как раз прошла по землям юрмийцев. И огромная, значит, она их разделила. Она не то, что разделила. Или она оставила их по ту сторону. Да, по ту сторону. Она отсекла значительную, значит, площади их земель. Потом чуть позже начала строиться новая Закамская линия, которая еще больше, значит, отсекла. Это к чему приводило? Юрмийцы начали утрачивать свои вотчинные земли. Поскольку ты теряешь вотчинные земли, их объем, значит, ЕСАК нужно было платить, ЕСАК же платили с земли, то есть, допустим, чем больше у тебя площадь, тем больше ты должен там сдать шкуру, там, я не знаю, лисиц, этих соболей там, и так далее, да, то есть угодья сжимались, катастрофически сокращались, юрмийцы не могли уже нести вот эти башкирские повинности. Ведь они не только висаки, а это еще военный поход. А как ты в военный поход пойдешь? Им приходилось уже оседать, заниматься земледелием. И в итоге, значит, многие юрмийцы стали слагать с себя башкирский ясак, башкирский оклад и переходить под тептярский. Брать на себя тептярский оклад, который был более легкий, но ты, значит, уже терял статус башкира-вотчинника, поскольку твои вотчины уходили. А как они входили в состав российского государства тогдашнего? Они, так же, как и другие башкирские рода, имели свой отдельный договор, назовем это так, или они по-другому? Вот, понимаете, вот по ним мало что, скажем, каких известий сохранилось, поскольку вторая половина, значит, 16 века, мы можем говорить только на этот счет гадательно. Ну, процедура была такой универсальной, мы можем только предполагать, что юрмийцы, естественно, так же сепаратно, как и другие роды, приняли русское подданство. Вот. Там сохранились предания, что вот как они с нагайцами перестреливались, там, значит, которые, в общем-то, претендовали на то, чтобы юрмийцы подчинялись им, какие-то у них были военные столкновения с нагайцами, в итоге они предпочли принять, значит, юрмийцы русское подданство и вошли, ну, это можно даже не сомневаться, как раз где-то во второй половине, там, 60-е, может, 70-е годы 16 века. То есть нет такой вероятности, что они в составе какого-то другого там, ханства, например, вошли еще раньше? Нет. Нет, они вот как раз вот присоединение, как происходило. Казань пала, потом ведь через несколько, там, в 1552 году, а в 1557 году Ногайская орда сама, ногайский князь Исмаил принял русское подданство. И тут все башкиры, которые входили в состав Ногайской орды, то есть сами как бы автоматом тоже, вот. Ну, а поскольку автоматом они уже стали, значит, через посредство ногайского бия подданными России, они сказали, а тогда зачем нам эта прокладка? И стали напрямую, поехали в Москву, значит, заключать, поскольку уже ногайский князь в их глазах потерял уже, скажем, свой статус такого независимого суверена. И вот все вот так и происходило. Как только ногайский князь Исмаил принял русское подданство, все башкирские беи, вожди башкирских племен стали это просто самостоятельно договариваться, ехать в Москву и договариваться, значит, с русским царем. То есть 16-17 век – это как раз переход на другое налогообложение, соответственно, в другой статус, правильно? Там не то, что другой статус. И в Ногайской орде башкиры были, значит, вотчинниками. Потому что это, как вот сейчас показывает исследование, вотчинами в той или иной степени владели почти что все народы. Там. Но не было такого, так, чтобы вот целый полите, целый народ вот был вотчинником. И поскольку не было такой клановой организации, у башкиров вот эта клановая организация была. Клан, вот он, общественный, значит, род владеет вот единой нераздельной вотчиной. Это общественная собственность. Вот. И они и при нагайцах также владели своими вотчинами, платили ясак. Ничего не поменялось. Пришел русский царь, сказал, все то же самое. Платите теперь только не ногайскому князю, а платите в Москву. Плюс, как и там, значит, просто, значит, когда я вас зову, идете в поход. Вот и все. Просто у юрмийцев потом пошел процесс вот этой тептеризации и так далее, и так далее, и так далее. А в XVIII веке, когда эти земли начали, в общем, по-другому выглядеть административно, да, с появлением Оренбургской губернии и так далее, они оказались в подчинении какой губернии? Они всегда входили в состав Уфимского уезда, до губернии еще. Так. Уфимский уезд.
Так. Уфимский уезд. Дело в том, что царское правительство сознательно стремилось в составе, значит, Уфимского уезда под Уфимским воеводой объединить все башкирские земли. Поэтому Уфимский уезд, он был, значит, наверное, на тот момент самый огромный в России. Он начинался около Саратова, где самые были западные башкирские вотчины располагались, и заканчивался под Тобольском, под Тюменью, где были самые восточные. Вот 1500 километров, вот такой был Уфимский уезд. Все, значит, шежере, как они имели тогда, значит, юридическую силу, и все ясачные книги, все находилось в Уфимской приказной избе. Угу. Вот. Здесь будет центр управления, значит, башкирами. Он не только... И даже после того, как Уфимский уезд вошел в Оренбургскую губернию, так получалось, что Уфа, некоторые, попеременно, то Уфа, то Оренбург были столицей Оренбургской губернии. Да, совершенно верно. Там, одно время там, Уфа была столицей всего наместничества, куда ходил и Оренбургская губерния. Да. Ну так вот, я просто хочу понять, правильно ли я понимаю, что все время, да, до 20 века, получается, этот род входил в состав Оренбургской губернии. Всегда входил в состав. А потом Уфимской губернии, да, соответственно. Да, потом... Нет, потом уже, значит, он начал входить, уже когда вот уже во второй половине 19 века он стал входить в Бугульминский уезд Самарской губернии. Уже Самарской губернии. А надо сказать, что тогда Самарская губерния выглядела, конечно, совершенно по-другому. Не так, как она выглядит сегодня. Она была гораздо больше, в разы больше. И туда входила часть современной Оренбургской области. Да. Это весь запад. Бузулук, Бугуруслан, вот эти вот, да, тоже тюркские названия, они все входили. Да. И, соответственно, часть современного Татарстана и часть современного Башкортостана входила в Самарскую губернию. Да. Но одна оговорка. Всегда управление башкирами хотели сосредоточить, значит, в одном, так скажем, центре, да? Несмотря на раскиданность по разным губерниям, там Самарская, Оренбургская, там Уфимская, все равно все башкирские земли до отмены кантонной системы управления до 1865 года, хоть они и в Самарской, где бы ни находились, все равно они входили в состав башкирского войска и подчинялись все равно, значит, командующим башкирского войска. Вот. Это также, например, как казачество. Да? Казачество могло находиться в разных регионах, ну, допустим, если оно называлось Уральским, да, или, например, называлось Оренбургским. Оно подчинялось одному центру. Давайте немного по традиции поговорим о выдающихся представителях этого рода. Но этот род, хотя, так скажем, он жил на территории самой такой западной окраины Башкортостана и вот на территории современной республики Татарстан, оставил большой след в истории Башкортостана. Вот, например, допустим, фамилия Нагайбаковых. В Татарстане, в общем-то, такая известная фамилия. Нагайбаковы, вот они проживали на территории, значит, в деревне Урсай, вот нынешнего Азнакаевского района, и основатель этого рода Нагайбак Асанов, старшина Юрмийской волости, который был участником Пугачевщины, пугачевским полковником, и потом его потомки были, в общем, очень известными, скажем, фигурами, чиновниками и военнослужащими в башкирском войске, да, там они были даже и кантонными начальниками и так далее. И они, кстати, были одними из первых башкирских дворян, в общем-то, Нагайбаковы. Далее вот я немножко забежал вперед, скажем, по истории. Если взять восстание 1735-40-х годов, один из известных предводителей этого восстания был как раз тоже башкир-юрмеец, которого звали Султан Мурат Дюскеев. Известная фигура. Но, наверное, самой такой известной личностью из башкир-юрмейцев, я считаю, что это был Ризаэддин Фахретдинов, который родился в деревне Кичучат современного Альметьевского района Республики Татарстан, известнейший деятель такого мусульманского просвещения конца 19-го, ну, в основном, начала 20 века, конечно, вот, и который потом стал муфтием Духовного управления мусульман европейской части России и Сибири. Как раз в самые такие тяжелые годы, когда вот в эпоху, скажем, такого рассвета сталинизма он возглавлял этот мусульманский орган и умер в 1936 году. Оставил после себя большое литературное наследие, которое до сих пор, в общем-то, оно изучается, но не изучено. Вот. У него сын был, вот, Абдрахман Фахретдинов. Кстати, они оба, и Абдрахман, и Ризаэддин Фахретдинов, были членами, как раз, когда образовалась Республика Башкортостан, они входили в состав башкирского шуро. Вот. И сын его, Абдрахман Фахретдинов, он был журналистом известным, тоже участвовал в революционных событиях, связанных в башкирском национальном движении. Кстати, написал книгу «История башкир» Абдрахман Фахретдинов. После смерти отца практически все дети подверглись Ризаэддину Фахретдинову репрессиям. В частности, Абдрахман Фахретдинов не избежал этого. Вот. Ну и, наверное, еще вот стоит назвать братьев Туйкиных,
Фазыла и Кабира Туйкиных, тоже известные просветители из деревни Зай-Каратай, нынешнего, значит, получается, Лениногорского района Республики Татарстан. Вот, кстати, Фазыл Туйкин поднял в мусульманской, так скажем, вот этой литературной традиции, печати и так далее, тему участия башкир в Отечественной войне 1812 года. На столетие этой войны в 1912 году к столетию он написал пьесу «Ватан Кахарман Ларе», что переводится как «Герои Отечества». В пьесе, скажем, первый такой текст, где зафиксирована вот эта известная башкирская народная песня «Любизар». Как пришел сюда француз, так узнал, кто он таков. Справа Тептяр, слева башкир, не найдут его следов. И в Москве бывали мы, и Наполеона видали мы. Любезники, Любизар, молодис, молодис. Вот. Это известная такая, значит, песня времен 1812 года. Вот. Kстати, в его вот этой песне, пьесе отразилось. Зафиксировалось, да. Ну, тоже они, кстати, в 1937 год оба брата они не пережили. В общем, как и вся, в общем-то, башкирская интеллигенция, большая часть. Вот. И следующий деятель из рода Юрмии, такой, который оставил след в истории Башкортостана, это, конечно, Авзал Тагиров. Это известный советский башкирский писатель, который родился в деревне Абдрахманово, нынешнего Альметьевского района Татарстана. Он был не просто писателем известным, он воспевал, в общем-то, советский строй. Ну, это, кстати, не умаляет там, его вклада в развитие башкирской литературы. Он был, по-моему, первый башкирский романист. В общем-то, роман на башкирском языке написал. Вот. И плюс он был председателем Башцик. То есть Башцик – это такой, в общем, орган. Председатель Башцик – это, в общем-то, примерно как, вот, скажем, глава сейчас региона. Да? Угу. И как и все перечисленные, да, все перечисленные персонажи этого времени, он тоже не пережил 1937 года. Вот когда в 1937 году состоялся известный Октябрьский съезд, вернее, пленум, приехал Жданов, произошел, в общем-то, разгром башкирской партийной организации, и почти что в полном составе весь Башобком и все, значит, районные партийные организации, главы были расстреляны. Вот такой был каток репрессий страшный. Таким образом, можно сказать, что юрмийцы, они оставили огромный след не только в этнической истории башкирского народа, но и культурной, политической сферах Башкортостана. Спасибо. Я напомню, это был Салават Хамидуллин, руководитель автономной некоммерческой организации «Шажари». До свидания. До свидания.